Красивой девушке от мужчин, как и положено, красивый букет. А чтобы в квартире царили чистота и порядок, пылесос. Собственные квадратные метры Ольга Куприна смогла получить в этом году. Так как я заканчивала учебное заведение, но мне нужно было по окончанию жилье. Из-за этого я обратилась. Очередь там была, я была, по-моему, 27-я. В конце июля мне уже предоставили. Однокомнатную квартиру получила в Звегинках. Переехать, правда, не успела, проводит косметический ремонт. Сейчас живет в Доме молодежи от детской деревни СОС, рассказала Ольга представителям власти. Вопрос предоставления жилья детям-сиротам прозвучал в приемной президента и сегодня уже из Ливенского района. На сегодня очередь по Ливенскому району у нас 8 человек. Из них мы планируем все как ваше поручению. Уже 3 будут обеспечены и 5 остается у нас на 2015 год. Со следующего года процесс предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан, детям-сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям должен стать проще. Начинаем самостоятельное строительство и будем закладывать минимум 400 тысяч квадратных метров, максимум до 500 тысяч квадратных метров. Это 15, 16, 17 год. Но в 15 мы в стройку заходим, думаю, что в 16 уже будем выдавать ключи. Это будет большой массив в городе Орле, и 2 небольших массива, это будет Мценск и Ливны. Это как раз по программе обеспечения детей и сирот согласно указу президента. Хорошо у нас в этом направлении. В Тамбовской области, Воронежской области, Брянск сейчас начала работать. Имеется в виду, вот этот год весь они хорошо отработали. Значит, Курская область, и Орловская область, это очень важно. В числе распространенных обращений сегодня газификация. К примеру, в селе Бараново Ливенского района жители 10 домов никак не могут дождаться, когда к ним поступит голубое топливо. От трубы до домов чуть больше километра. Руководитель блока инфраструктуры Николай Злобин заверил, в следующем году войдут в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» и до 1 декабря 2015 года получат газ. А в школе села Алексеевка Должанского района крайне необходима новая газовая котельная. Затраты свыше 7 миллионов рублей. Выделить решено из резервного фонда. Планируйте так, чтобы она была не вот у нас попала 1 октября 2015 года, надо 1 сентября. С начала учебного года следующего, чтобы у нас она была котельная построена. Хорошо. Мы и отопительный сезон захватываем, учебный год. Чтобы у нас дети не пришли в школу, а там какие-то ремонтные работы. У жителей возникает немало вопросов и относительно ремонта дорог. Убедительно прошу вас оказать помощь в ремонте дороги по улице Маратов, деревня Вышняя Замарайка, 2. Длина дороги 2 километра. Просьба отсыпать дорогу щебнем. Посмотрим на своем предприятии рецинговая машина, которая не просто щебнем делает, а делает нормальное полотно дорожное. Думаю, что мы вот именно и в таком объекте мы ее применим, и убежден, что где-то в середине июля, к началу августа мы эту работу проведем. Заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков в итоге отметил, важно не только то, что проблемы орловчан решаются после обращения в приемную, но и то, что сроки исполнения подчас сокращаются. Обычно у нас находит потом до вершения чего-то там сначала говорят, там такая бравада, все сделаем, тем более там поручение президента, а потом начинаются вот эти вот, знаете, вот такие маневры. Да. А вы знаете, у нас там не сложилось, там парламент не так собрался, что-то еще. Здесь этого нет. Это и неприемлемо, потому что когда есть. Но здесь этого нет, здесь четко. Значит, есть сроки исполнения, вопрос проработан. Ольга Забельна, Сергей Дьяконов, Вести Орел.